Здравствуйте, уважаемые телезрители! В преддверии нового 2021 года знаковым событием стало создание консорциума «Большой Кавказ», в который вошел и Юго-Осетинский государственный университет. Инициатива Северо-Кавказского федерального университета о создании консорциума «Большой Кавказ» была поддержана вузами постсоветского пространства, в частности, Юго-Осетинским государственным университетом, Абхазским государственным университетом и Национальным университетом архитектуры и строительства Армении. В связи с пандемией коронавируса по всему миру торжественное подписание договора стало возможным и реализовано в онлайн-формате. Руководители обозначенных вузов в своих выступлениях отметили, что консорциум станет еще одной площадкой для развития взаимосотрудничества и связующим звеном для реализации образовательных и научных проектов. Благодарю вас за поддержку инициативы Северо-Кавказского федерального университета о создании консорциума «Большой Кавказ». Важно отметить, что в преддверии Нового года торжественное подписание договора станет знаковым событием для наших университетов и хорошим итогом непростого для всего мира 2020 года. Наши вузы связывает успешное академическое сотрудничество. Принимая во внимание мощный академический потенциал университетов, уверен, что консорциум «Большой Кавказ» станет эффективной площадкой для устойчивого развития и взаимовыгодного сотрудничества вузов консорциума в реализации образовательных, научных и культурных проектов. Руководители образовательных организаций СКФУ Южной Осетии, Абхазии, Армении уверены, что создание консорциума «Большой Кавказ» – хороший итог сложного уходящего 2020 года. Ректор ЙОГУ Вадим Теде в своей приветственной речи отметил, что с СКФУ и Абхазским государственным университетом у возглавляемого им вуза тесное сотрудничество по многим направлениям. Мероприятие, которое мы сегодня проведем, оно для нас значимое. Юго-Осетинский государственный университет является признанным центром русского мира в Южной Осетии. Рядом со мной сидит президент Ассоциации преподавателей русского языка и литературы Южной Осетии Залина Константиновна Дидеева. И я хочу с гордостью сказать, что эта ассоциация функционирует в стенах Юго-Осетинского государственного университета. У меня в руках журнал «Русское слово в Южной Осетии», который выпускается также в типографии Юго-Осетинского госуниверситета, и одним из учредителей этого журнала является именно Юго-Осетинский государственный университет. И много очень проектов, это литературная гостиная и многое чего другое, которое работает в сторону изучения и развития русского языка и русской литературы. Я хочу обозначить те теплые отношения, которые сложились у нас с Абхазским государственным университетом. Для меня Олег Алексеевич является старшим братом. Соответственно, наши отношения также являются братскими между нашими вузами. У нас одна история, у нас одни и те же риски. И меня радует, что те отношения, которые сегодня сложились между нашими вузами, они максимально эффективные. Спасибо, Олег Алексеевич, за это. Я хочу сказать добрые слова в адрес Северо-Кавказского федерального университета, и не только потому, что географически этот федеральный университет для нас ближайший, но и потому, что по менталитету он для нас также близок. Когда я был избран ректором, именно с Северо-Кавказским федеральным университетом были подписаны мои первые договоры межвузовские. Это, конечно, радует. И поздравляю Дмитрия Николаевича с избранием на эту почетную должность ректора Северо-Кавказского федерального университета. Я хочу сказать, что даже сегодня, в эти дни, проходят курсы повышения квалификации, которые нам проводят сотрудники Северо-Кавказского федерального университета. Буквально рядом, в другом в конференц-зале, там слушают эти курсы наши медики и преподаватели. После обеда будут эти курсы слушать специалисты в области русского языка и русской литературы. Для нас, безусловно, это важно, как и все пункты, которые обозначены в наших подписанных между вузами договорах по обмену опытом и по другим направлениям. Я хочу сказать, что мы еще рассчитываем на помощь Северо-Кавказского федерального университета по созданию военной кафедры в нашем университете, потому как мы находимся в эпицентре непростых событий. В рамках совместной работы академические партнеры планируют проведение курсов повышения квалификации и семинаров, а также реализацию образовательных программ по русскому языку и русской литературе, в том числе с использованием дистанционных технологий. В планах проведения международных научно-практических конференций и форумов, а также создание программ академической мобильности обучающихся и профессорско-преподавательского состава.